На горячую линию уполномоченного по правам человека продолжают поступать звонки от людей, которые уже отчаялись и не знают, в какую дверь стучаться, чтобы решить ту или иную проблему. Мы сегодня провели рабочее совещание по ранее поступившей коллективной жалобе жильцов города Якутска, улица Чеченко, 28. И 6 ноября на сегодня мы практически собираемся еженедельно и несколько раз. Ситуация контролируется, мониторится, и каждый раз принимают участие активные жильцы, представители жильцов, улица Чеченко, 28. Отремонтированы лестничные марши. На сегодня проводится со стороны управы промышленного округа определенный мониторинг. На сегодня прокуратура города Якутска начала по моей инициативе проверку состояния реализации и использования маневренного жилищного фонда городского округа город Якутск. И с учетом того, что те или граждане сегодня, которые имеют право по закону, находятся в этих маневренных жилищных домах. И также мы сегодня выслушали мнение и позицию руководителя департамента жилищных отношений. Прорабатываются остальные варианты, которые, как нам сообщили на рабочем совещании, будут предложены в течение 10 рабочих дней. В адрес горячей линии уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия ежедневно поступают жалобы. География самая разная. Конечно, это и город Якутск, безусловно. Значит, жители активно обращаются. К нам подключился Усть-Алданский район. По обращениям из Алданского района я планирую командировку. Основной поток звонков на горячую линию поступает по теме обеспечения права человека на жилье, качество предоставляемых коммунальных услуг. Ряд вопросов касается реализации государственной гарантии для работников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Несколько звонков напрямую касались пенсионного обеспечения. На сигнал о недовыдаче пенсии одиноко проживающей бабушки аппарат уполномоченного незамедлительно инициировал ряд проверок, в ходе которых информация подтвердилась. Почтальон, доставляющий пенсию, пользовался беспомощностью пенсионерки. Во взаимодействии с правоохранительными органами были защищены права гражданки Ж. И правоохранительным органам МУ Якутская при поддержке прокуратуры города Якутска возбуждено уголовное дело по статье 159, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. И действительно, данный факт вызвал большой общественный резонанс. И я бы, пользуясь случаем, хотела обратиться к нашим гражданам старшего поколения, к нашим родителям, бабушкам, дедушкам, когда подписывают документы, чтобы более внимательно смотрели, какую сумму они подписывают, какой документ они подписывают. Конечно, у нас есть, к сожалению, факты, когда их права нарушаются. Телефон горячей линии уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия 507-363. Звонки принимаются с 9 до 17 часов в рабочие дни.